Егор Афанасьевич, по бюджетникам, вроде бы последние годы заработная плата, доходы растут у учителей, врачей, в целом бюджетной сферы. Но кризисное явление, рост цен, такой динамика, она опережает то, что делается и в России, и в республике для бюджетников. Какие здесь существуют механизмы, думаете вы об этом? Какие есть решения, чтобы удержать уровень жизни, уровень реальных доходов якутян бюджетной сферы, потому что бюджетников в республике много, чтобы они не чувствовали эти или были максимально защищены от кризисных явлений? Это вопрос очень актуальный. Сегодня вообще о доходах говорить нужно с точки зрения среднего уровня. Если мы посмотрим уровень зарплаты у строителей, у промышленников, у энергетиков, они очень высокие, кратно высокие, чем низкооплачиваемые категории населения. Но с другой стороны, в сельской местности, в других бюджетных учреждениях есть категория людей, у которых низкие доходы. А в среднем, то, что касается бюджетников, то мы постоянно держим под контролем этот вопрос. Но мы должны сегодня уяснить для себя то, что инфляция последние 3 года идет очень высокими темпами. Номинальная зарплата в республике в среднем как бы растет, но при этом съедается темпом инфляции. Этот вопрос нас беспокоит, и нам необходимо в этом плане очень четко для себя представить задачи, как они их решать. Тем более перед формированием бюджета эта задача перед нами всегда возникает. И мы считаем, что по тому уровню, который было требование президента Российской Федерации по майским указам, мы этот уровень для врачей, для учителей пока выдерживаем. С большой разницей или плюсом, с минусом. А для низкооплачиваемой категории, медицинского персонала или обслуживающего персонала в образовании, здесь у нас есть проблемы. Поэтому, если мы будем предусматривать определенное повышение заработной платы, и в этом году мы определенную сумму заложили, с 1 сентября должны определенную категорию поднять, и в следующем году то же самое будем делать. То есть низкооплачиваемые категории, средний персонал, младший персонал в здравоохранении, и по детским учреждениям, и по школам, по малооплачиваемой категории будем повышать заработную плату.